период борьбы с завоевателями и угнетателями лезгинский народ выдвинул из своей среды немало храбрых народных мстителей. Одним из таких смелых и отважных абреков был Буба из селения Кири, Икра. Он родился в конце 70-х годов 19 века. Уже юношей отличался от своих сверстников крупным и статным телосложением, могучей энергией, добрым нравом и смекалкой. Вырос он в бедной семье. Перенесший в юности много бед и лишений, он на собственном опыте познал, что такое несправедливость. Видя, как страдает его народ, он объявляет открытую войну царской администрации, а также ее местным халуям и приспешникам. Он облагает данью всех богатеев-притеснителей народа в Дербенте, Баку, рыбопромышленников Каспийского побережья. С оружием в руках он наводит ужас на местную знать, но щедр с бедными. В народе его называли Кири-Буба. Более 10 лет Кири-Буба был некоронованным королем на территории Юго-Восточного Кавказа. Его резиденции располагались в Баку, Дербенте, в нескольких местах Тюринского округа и в Самурской долине. Профессор Вагабов о народном мстителе писал так. Буба был незаурядным народным героем, исторической личностью, который своими поступками и отвагой не уступил таким известным на Кавказе именам, как Залимхан, Заур, Дато-Туташхия. При советской власти образ и дела Кири-Буба находились под запретом, хотя благодарный народ, как обычно, продолжал творить свое устное творчество, посвящая своему герою многочисленные песни. Они до сих пор звучат в селах Южного Дагестана как гимн доблести и отваги. Кири-Буба никогда не умрет, дух его будет витать над горами. Коль сунется враг, пусть пощады не ждет. Мы, горцы, не те, кто терпеть станет гнет, а наш Робин Гуд всегда будет с нами. Надпись на камне могильном гласит: у жизни Кири не выпрашивал брода, в истории нашей оставил свой след и доблесть прославил на 1000 лет. Да будет он вечно в сердце народа.